Правительство РТ заботилось образованием. Таджикистан. Скорость интернета снижается. Такаев реорганизует КНБ. Министр образования и науки РТ Махмад Юсуф Имамзада поддержал озвученную ранее критику Рахмона по поводу качества образования в школах и вузах страны. Действительно, президент страны в своем очередном послании сделал серьезные замечания по поводу уровня и качества образования. Комментарии президента были объективными и правильными, заявил Имамзада 3 февраля. Об этом пишет Азия Плюс. Надеемся, что в ближайшие годы мы изменим нашу деятельность в этом направлении, пообещал министр. Напомним, что президент Рахмон в своем послании к парламенту в декабре прошлого года раскритиковал систему образования. Для нас важнее цифры, чем качество образования. Занимаемся только выдачей дипломов, бумажки. А в голове пусто, заявил тогда Рахмон. Собеседник Хабархо, имеющий непосредственное отношение к образованию в Таджикистане, на условиях анонимности прокомментировал ситуацию. Ни для кого не секрет, что в Таджикистане система образования насквозь коррумпирована. Вполне типичной является ситуация, когда студент очной формы обучения вместо посещения занятий весь учебный год находится в трудовой миграции в России. И так все 5 лет учебы, после чего он благополучно получает диплом. Естественно, все это делается с одобрения декана факультета и ректора за взятки. Причем о подобной практике знают и в Министерстве образования, и вообще в среде народа. Кроме того, более 90% экзаменов, сдаваемых сегодня в Таджикистане, не обходятся без взятки. Потому данные заявления президента и министра – чистой воды популизм, не более того. Для того, чтобы привести систему образования в Таджикистане в порядок, в первую очередь необходимо искоренить коррупцию в ней. А это, в свою очередь, невозможно реализовать, пока коррупция пронизывает все сферы власти, начиная с самого президента, считает он. Жители Таджикистана пишут в социальных сетях о резком падении качества интернета и мобильной связи в стране, призывая власти принять меры для решения этой проблемы. В службе связи ухудшение связывает с возведением многоэтажек и нехваткой электроэнергии в стране. Об этом сообщает Азия Плюс. Качество связи и интернета, как я сказал, стало немного хуже. Жалоб очень много. Они поступают со всех регионов страны. Много факторов на это влияет. Нехватка электроэнергии, отсутствие дизельных генераторов и другие, заявил в понедельник заместитель главы службы связи Таджикистана Илхом Атоев на пресс-конференции своего ведомства. Отметим, что в обновленном рейтинге Speedtest Global Index Таджикистан по скорости мобильного интернета среди 138 стран занял 135-е. Скорость скачивания мобильного интернета в Таджикистане указывается в 7,57 мегабит в секунду, а загрузки 4,7 мегабита в секунду. Ниже Таджикистана в рейтинге по скорости мобильного интернета расположились Венесуэла, Палестина и Афганистан. По скорости фиксированного широкополосного интернета, проводного интернета, Таджикистан за месяц спустился со 117 места на 120-е. Средняя скорость скачивания проводного интернета по республике указывается в 16,63 мегабита в секунду, а загрузки 14,75 мегабита в секунду. Напомним, что режим в Таджикистане уже не первый год проводит целенаправленную политику ухудшения и удорожания мобильного интернета. Это делается с целью ослабить влияние независимых и оппозиционных информационных ресурсов, освещающих происходящие в стране события. По поручению президента Казахстана Такаева структуру Комитета национальной безопасности реорганизуют. Об этом сообщается на сайте ведомства. Во исполнение поручений главы государства, озвученных 11 января на пленарном заседании Мажилиса и 27 января на заседании Совета безопасности, Комитетом национальной безопасности начата работа по переформатированию деятельности ведомства, говорится в официальном пресс-релизе. В ведомстве рассказали о создании специальной рабочей группы по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе пограничной службы и службы специального назначения А. Отдельно выделены вопросы перестройки деятельности и укрепления подразделений по борьбе с терроризмом, транснациональной оргпреступностью и международным наркобизнесом, а также обеспечению экономической безопасности. Выработаны меры по усилению боеготовности личного состава, говорится в сообщении. По утверждению Такаева, КНБ не смог предугадать январские события, что и стало причиной реорганизации. Есть отличие Такаева от Назарбаева.
Однако эксперты отмечают, что истинная причина совершенно иная. Такаеву элементарно нужно провести основательную чистку рядов сотрудников КНБ, чтобы отсеять нелояльных и внедрить лояльных лично ему силовиков. Реорганизация спецслужб является типичной практикой после смены власти в странах Центральной Азии. Так, президент Узбекистана Мирзиёев после прихода к власти реорганизовал в 2018 году печально известную СНБ, даже сменив ее название на СГБ. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan.